Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами на тему обзора судебной практики и применения законодательства Российской Федерации о закупках, а именно 44 и 223 федерального закона. Поговорим с вами про судебные решения, которые были вынесены в период с ноября по декабрь 2018 года, а именно про наиболее интересные из них. Начать я хочу с 44 федерального закона. Первое решение, о котором хотелось бы поговорить, это решение арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2018 года, в котором арбитражный суд города Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы в споре с заказчиком. Заказчик проводил закупку на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования. При рассмотрении жалобы и проведении внеплановой проверки Федеральная антимонопольная служба комиссия выявила нарушение статьи 64 Закона о контрактной системе, а именно пункта 2 части 1 в части установления надлежащей инструкции по заполнению заявки на участие в закупке. Арбитражный суд города Москвы в своем решении подчеркнул, что, несмотря на то, что в составе заявки указать требовалось исключительно положение документации, которые не касались конкретных показателей товаров. Тем не менее, устанавливая техническое задание в документации, заказчик допустил взаимоисключающие требования. В связи с этим суд поддержал позицию антимонопольной службы, что установление данных требований противоречит положениям статьи 64, и такую инструкцию нельзя назвать надлежащей. Следующий спор судебный, о котором также хотелось бы поговорить, касается также применения 44 федерального закона. Это решение арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2018 года по делу номер А40-213-985/18. Одним из заказчиков проводилась закупка на поставку мебели, а именно диванов. Также при проведении проверки, при рассмотрении жалобы комиссии ФАС России по контролю в сфере закупок было выявлено нарушение части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе, что в случае проведения данной закупки выразилось в том, что заказчик ненадлежащим образом, не на основании норм закона, признал заявку одного из участников закупки не соответствующей требованиям документации. В чем же состояла суть спора? При проведении этой закупки заказчиком надлежащим образом было установлено ограничение для участия в закупке путем установления требований о соответствии участника продукции заявки положениям постановления правительства 1072. Согласно пункту 2 данного постановления, документами, которые подтверждают соответствие товара условиям запрета на допуск, является в том числе акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, который определен, соответственно, самой Торгово-промышленной палатой в согласовании с Министерством промышленности и торговли. Согласно материалам дела, в составе заявки заявителя был представлен акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Вместе с тем, заказчик не посчитал данный документ соответствующий требованиям постановления правительства 1072 и признал заявку, не соответствующей требованиям документации и закона. Так как данный документ поименован в постановлении правительства, следовательно, подтверждать соответствие товара таким документам возможно, что было сделано этим участникам закупки. Соответственно, признавать его заявку не соответствующей требованиям документации и закона заказчик не имел права. Что было выявлено, как я уже сказала, при рассмотрении жалобы и проведении внеплановой проверки. Несмотря на то, что заказчик не согласился с позицией ФАС России, арбитражный суд города Москвы поддержал и признал соответствующее решение комиссии законным и обоснованным. Следующее дело – это постановление арбитражного суда Московского округа от 8 ноября 2018 года по делу номер А40-260-55/18. Один из заказчиков также проводил закупку на выполнение работ по объекту строительства школы. При проведении внеплановой проверки, при рассмотрении жалобы был выявлен ряд нарушений Закона о контрактной системе, а именно нарушение статьи 64, статьи 110.2 Закона о контрактной системе, в частности, если мы говорим про статью 110.2, то нарушение выразилось в несоблюдении требований, которые установлены постановлением правительства 500
70. Положение документации об аукционе, предусматривающее, что виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц и исполнения контракта, в совокупном стоимостном выражении не составляли ту стоимость, которая указана в постановлении правительства, то есть были ниже, что было зафиксировано как нарушение статьи 110.2 Закона о контрактной системе. Кроме того, также в документации было выявлено нарушение статьи 66, что выразилось в установлении требований к составу заявки, а именно следующим образом было установлено требование: выписка из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее, чем за 1 месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке. Данная формулировка также не соответствует требованиям закона. Соответственно, срок действия выписки из СРО установлен соответствующими актами, и, устанавливая требования в составе документации, нельзя ограничивать срок действия данной выписки, привязывая его к дате окончания срока подачи заявок, поскольку она может изменяться вследствие внесения, например, изменений заказчиком в документацию о закупке. Кроме того, также в данной документации комиссии ФАС России было выявлено нарушение части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, что было выражено в том, что заказчик ненадлежащим образом установил условия оплаты выполненных работ, предусмотрел авансирование, но не указал, не предусмотрел надлежащий порядок такого авансирования, то есть то, какая стоимость от общей начальной максимальной цены контракта и в какие сроки будет выплачено исполнителю по такому контракту. Данные нарушения были выявлены, заказчик не согласился с позицией антимонопольной службы, обжаловал, и, соответственно, решение, о котором мы с вами говорим, это уже постановление кассационной инстанции, в которой суд кассационной инстанции в полном объеме поддержал позицию ФАС России по данным вопросам. Следующий судебный акт, о котором также необходимо отметить, если мы говорим с вами про практику ноября-декабря 2018 года, это определение Верховного суда Российской Федерации по делу номера 40-223-872/17, в котором была поддержана позиция антимонопольной службы по вопросу применения постановления правительства номер 99. При проведении закупки на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги комиссии заказчика неправомерно были рассмотрены заявки на участие в такой закупке. В частности, одна из компаний в составе заявки представила опыт выполнения работ, представление которого требуется в соответствии с положениями 99-го постановления, но представил опыт в виде договоров субподряда, то есть субподрядного характера. Соответственно, признавать такую заявку с такими документами, соответствующими требованиям 99-го постановления, нельзя было. Это нарушение было допущено комиссией заказчика при рассмотрении заявок, что было выявлено в решении уже комиссии ФАС России при рассмотрении жалобы на данную закупку. Было выдано предписание соответствующее. Заказчик не согласился с решением и предписанием, обжаловал его, и позиция Верховного суда по данному вопросу высказана в определении, которое мы сейчас с вами обсуждаем. Значит, это что касается практики применения 44-го федерального закона, если мы поговорим с вами про 223-й федеральный закон. Некоторые решения, также о которых хотелось бы сказать. Это решение арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2018 года по делу номера 40-153-30/18, в котором арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России в споре с заказчиком. В частности, заказчиком проводилась закупка на текущий ремонт помещений. Вместе с тем, при утверждении документации было установлено следующее квалификационное требование к участнику закупки, а именно наличие документов, подтверждающих законность пребывания сотрудников в помещении по адресу регистрации организации. То есть в составе заявки участникам необходимо было представить в том числе копию договора аренды, действующего не менее срока, предложения, оферты или документ, подтверждающий право собственности на помещение по адресу регистрации организации. Данное требование было, как я еще раз оговорюсь, установлено на допуск заявки. Это
требование повлияло на ход проведения торгов, поскольку заявки, которые не соответствовали данному требованию, были отклонены. Один из участников закупки, чья заявка была отклонена, пожаловался в антимонопольную службу, и, рассмотрев жалобу, комиссия выявила нарушение как части 1 статьи 2 223 Федерального закона, так и части 6 статьи 3 223 Федерального закона, соответственно, установление надлежащих требований и неправомерное рассмотрение заявок на участие в этой закупке. Также хотелось бы отметить одно из решений. Это решение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2018 года по делу номера 40, дефис 227-626, дробь 18. Один из заказчиков, который работает по 223 Федеральному закону, проводил закупку на поставку мясной гастрономии. В частности, в составе заявки при проведении данной закупки он потребовал представить образцы товара, то есть представить образцы мясной продукции, что было выявлено также как нарушение закона установления таких требований. Суд указал, что закон о закупках не содержит норм, которые обязывали бы участника при подаче заявки иметь уже в наличии товар. Кроме того, в случае, если участник закупки не является производителем продукции по предмету закупки, то получение таких образцов на этапе подачи заявки зависит от волеизъявления третьих лиц. И, следовательно, действия заказчика, которые выразились в отклонении заявки заявителя, который подал жалобу в антимонопольную службу в связи с несоответствием его заявки требованиям о представлении образцов мясной продукции. Такие действия заказчика неправомерны и противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 223 Федерального закона и нарушают, соответственно, часть 6 статьи 3 Закона о закупках. Вот это одно из интересных дел, поскольку вопрос также достаточно часто и в судебной, и в административной практике поднимается по поводу возможности требования представления образцов товаров в составе заявки на участие в закупке. Кроме того, также хотелось бы отметить решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2018 года, в котором суд поддержал позицию антимонопольной службы в споре с одним из заказчиков, который не исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы, которое было выдано по одному из дел. Вместе с тем, решения и предписания ранее были обжалованы также в арбитражном суде. Арбитражный суд поддержал позицию комиссии ФАС России, признал решения и предписания законными и обоснованными. Вместе с тем, несмотря на вступление в силу данных актов, заказчик предписание не исполнил. В связи с чем также было разбирательство в арбитражном суде города Москвы, и суд поддержал в полной мере позицию антимонопольной службы. На этом все. Это одни из наиболее интересных дел, хотя, конечно, гораздо больше, да, даже если мы говорим с вами про практику центрального аппарата ФАС России. Но по таким злободневным вопросам, которые касаются требований к составу, в частности, заявки на участие в закупке, арбитражный суд города Москвы в ноябре-декабре 2018 года высказал такие позиции. Соответственно, с судебными актами можно ознакомиться на сайте КАД-арбитра, использовать их в работе как при рассмотрении жалоб, проведении проверок, так и, собственно, при защите интересов антимонопольной службы уже в судебных инстанциях. Спасибо.